Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Дорогие мои, самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь в своей работе за 22 года, это в том, что большинство людей не умеют учиться. Многие люди думают, что просто запоминать информацию или повторять информацию, якобы это есть учеба. Потому что в средней школе в протяжении 10 лет, если мы хорошо запоминаем и хорошо повторим то, что сказал учитель, или то, что написано в учебнике, если мы хорошо повторим, нам ставят высокую оценку. И многие люди думают, что как будто это есть учиться. А на самом деле это не так. Это не так. Дело в том, что если вы будете просто хорошо запоминать, что я говорю, или просто хорошо повторить, что я говорю, и вы превращаетесь в диктофона. Вы будете играть роль диктофона и больше, не больше того. Поэтому 10 лет средняя школа, 5 лет вуз, у многих людей формируется эта привычка, и они думают, что как будто это есть учиться. А на самом деле это не так. Учиться – это принести изменения в свою жизнь. Это не то, что просто подтверждение фактов или набор информации. Учиться – это изменить что-то, принести в свою жизнь какое-то конкретное изменение. Изменить свой характер, изменить свой доход, изменить свой уровень капитализации, изменить уровень вашей эффективности, продуктивности и так далее. Вот это и есть учиться. Поэтому фокусируйтесь на том, что как правильно учиться, принести в свою жизнь некие изменения. Если по окончании этой тренинга, которые вы сейчас приобретаете, послушаете и так далее, вы будете практиковать или делать, или не делать. И главным показателем, что вы научились или нет, это изменения. Если изменения будут в положительную сторону, значит вы учились. Если не будут, значит вы ничему не научились. Например, я не мог говорить на английском, теперь умею. Я не мог сохранять деньги, теперь умею. Я не мог управлять деньгами, теперь умею. Я не мог создать команду, теперь умею. Я не мог управлять машиной, теперь умею. Вот это учиться. То есть какое-то конкретное изменение надо принести в своей собственной жизни. Поэтому в голове держите именно этого, что вы должны быть человеком, который способен что-то изменить, принести изменения в свою собственную жизнь. Вы должны быть человеком, который изменяет то, что происходит вокруг него. Самое первое, что хочу, чтобы вы хорошо усваивали, это ваше эмоциональное состояние. Дело в том, что ваше позитивное эмоциональное состояние отражает везде. Успех стоит за отношения. Как относишься, получишь такой результат. Ваши отношения определяют конечный результат. Как вы относитесь к друзьям? Со временем друзья будут такими. Как вы относитесь к семье? Такая семья у вас появится. Как вы относитесь к вашему здоровью? Со временем здоровье будет такое. Как вы относитесь к учебе, и учеба будет так. Видите, успех стоит за отношением. Сначала отношения, потом успех. Посмотрите, когда люди убирают пол, когда моют посуду и так далее. Если у них холодные отношения, тап-ляп делает эту работу. А если у них есть внимательность, они любят эту работу, у них отношения душой, они это делают, искренне это делают, совсем результат другой. Здесь то же самое. Если вы хотите реальный успех добиться, вы должны меня слышать не ушами, а должны меня слышать своим сердцем. Поэтому успех стоит за отношения. Как относитесь к этой учебе, такой результат вы получите. Вы должны понимать, что результат от учебы – это взаимный результат. Не односторонний, двухсторонний. Вот. Значит, существует эмоциональная шкала. За годы своей жизни я это очень хорошо понял. Существует некое эмоциональное состояние, которое у людей есть. Если вы живете в состоянии нормы, это значит, вы просто как все. Вы просто будете жить как все, лишь бы чтобы не быть хуже других, лишь бы чтобы не бросаться на глазах, лишь бы чтобы долги не попасть, лишь бы чтобы не нуждаться перед никого. То есть живете ваш предел, рамка достижений, чтобы просто не опоздать, не казаться хуже других. Это менталитет, который весь СССР использует, или вообще во многих странах, наверное, используют. Массовый народ. Состояние ниже нормы – это состояние сомнений, когда человек сомневается в волнении, переживании, депрессии, страх и так далее, и, возможно, и даже полусмертное состояние человека. Такое тоже есть.
Это означает, что вы каждый день находитесь в этом состоянии. Вы либо знаете, огромное количество причин, которые толкают человека вниз. Не все получается, 99%, иногда 90%, иногда 80% вашей идеи не реализуются. Людей, которые вы нанимаете на работу, не оправдывают ваши ожидания. Партнеры, которые вы берете, разочаруют вас. Клиенты, которые вы ожидали, они, оказывается, совсем по-другому хотят. Поставщики подводят вас. В общем, вокруг полно причин, которые вас толкают вниз. Полно причин. Даже иногда просто простое разногласие с женой или с мужем и так далее могут привести к тому, что у вас в обязательном порядке вы расстроитесь, и у вас настроения не будет, вы попадаете эмоционально ниже нормы. Пожалуйста, внимательно послушайте вот эту таблицу, которую сейчас я объясняю. Шкала. Дайте таблицу. Состояние выше нормы. Знаете, это не точные, приблизительные вещи. Состояние радости, состояние вдохновения, состояние энтузиазма, состояние действия и так далее. Когда вы действуете, когда вы находитесь в состоянии энтузиазма, когда вы в состоянии уверены в себе, когда вы начинаете изменения принести в свою жизнь, когда вы действуете. И самая важная вещь, самая важная вещь, когда у человека уверенности в себе есть жизненная энергия, много, он действует. Когда у человека не хватает уверенности, он эти вещи не будет делать. У него будут много идей, но у него не будет веры в себе, чтобы что-то делать. У него могут появиться какие-то возможности, но он не может их использовать. Все люди каждый день падают ниже нормы и поднимаются, падают и поднимаются. Просто успешные люди, когда падают ниже нормы, они быстрее поднимаются. А неудачники долго держатся ниже нормы. Если вы долго будете держаться ниже нормы, со временем это становится для вас хроническое состояние. Это становится ваше естественное состояние. Чем больше времени вы проводите ниже нормы, вы привыкнете к этому. Вы во многом будете сомневаться, во многом будут у вас депрессивные состояния, неуверенности и так далее, и так далее. Отличие успешных людей от неудачников именно в этом, что они большее количество времени проводят выше нормы. То есть вы должны с этого момента быть по мерках обычных людей ненормальный человек. Значит, это высшая норма, не похож на них. Вы иногда делаете то, что они боятся делать. Вы иногда делаете то, что они считают, что это невозможно. Видели о них какой-то как либо чудотворец, либо ненормальный, либо сумасшедший и так далее. Но факт остается, что вы добьетесь большего по сравнению с ними. Это факт. Ученые провели исследование, взяли лягушку, бросали кипяток. Когда лягушку бросили кипяток, соответственно, лягушка, она была живая, сразу прыгнула оттуда. Она сразу прыгала с кипятка, потому что она не хотела, чтобы там умирать. Но когда лягушку положили в холодной воде, а потом под него зажгли костер, то есть огонь, вода постепенно согревалась, а лягушка адаптировалась. И вы знаете, крышка была открыта, и у нее были возможности, у нее были ресурсы прыгать, правильно? Она же могла прыгать, но до нее не доходило, что надо спасти себя, надо прыгать оттуда. Она продолжала оставаться в кастрюле со временем, пока она не умерла. Она просто варилась и умерла. В конце концов, закончилась ее жизнь тем, что она просто уничтожила себя. Почему она не могла выбраться оттуда? Не потому, что она не хотела. Почему она не выбралась тогда? Дело в том, что произошло состояние привыкания. Понимаете? Теперь вот этот синдром лягушка давайте принесем в шкале, которую только что мы объяснили. Если вы большее количество времени проводите ниже нормы, вы в однозначном порядке становитесь таким человеком, который во всем сомневается, неуверенный и так далее. Знаете, я много раз видел неудачников, когда им говорят, что послушай, накопи деньги, они говорят, у меня маленький доход. Когда им говорят, начни делать хоть что-то-нибудь, тогда научись что-то, они говорят, времени нет у меня. Хорошо, почитай книги, чтобы что-то научиться, у меня времени нет. Когда им говорят, что открывай свой бизнес, они говорят, у меня денег нет. Хорошо, стань продавцом, работай на комиссионе. Ой, кто купит? У людей нет денег. Да что бы ты им ни говоришь, они найдут тысячи причин, чтобы ничего не делать, черт побери. Потому что они привыкли, они умерли. Они умирают, как эта лягушка каждый день. Их не мечта умирает. Их не будущее умирает. Они оправдываются и сидят там. А вы думаете, что у меня нет проблем?
А вы думаете, что у успешных людей нет проблем? Я хочу вам сказать, что в долю успешных людей больше попадают в более сложные ситуации, больше проблем, чем обычных людей. Например, если обычный человек решает проблемы, которые стоят $100 или $1000, когда вы станете миллионером, вам придется решать проблемы, которые 5 миллионов, 10 миллионов, 20 миллионов, $100 миллионов. Вам придется решать такие задачи. Вы ставьте перед собой такие цели, которые стоят сотни миллионов. И их надо решать. А вы думаете, что по пути на этих моментах нету проблем? Вы думаете, что успешные люди не устают? Вы глубоко ошибаетесь. Да, успешные люди находятся в том состоянии, которое предыдущий лягушка был. Когда падает ниже норма, быстро они себя вытаскивают оттуда. Поэтому, если вы когда-нибудь видели мою ролик, где я рассказываю, улыбайся, независимо от того, что происходит в твоей жизни, улыбайся, потому что твое внутреннее состояние определяет конечный результат. Если вы в состоянии депрессии, если вы в состоянии неуверенности, если вы в состоянии переживания и так далее, у вас будут беда за бедой. Пришла беда, открывай ворота. Даже если вы умный человек, ничего не можете делать. Я через это прошел, я это понимаю, о чем я рассказываю. Я прекрасно понимаю, о чем сейчас рассказываю. Понимаете? Я в протяжении 3 года один за других бизнес открывал. Заканчиваются новыми долгами. 13 разных проектов участвовал. Они все заканчивались банкротами, только долги добавились. С 2008 года по 2011 год. И я это никогда не забуду. Поэтому, пожалуйста, как я начал работать над собой, я начал понимать, что не надо работать над проектами, надо усилия вкладывать, работать над собой. Я начал больше работать над собой, мой мозг начал по-другому работать, мое состояние по-другому, и мой мозг начал поддавать мне другие идеи, другой взгляд появился, другие планы появились. Качество мой план стал лучше, стратегия стала другая, и постепенно все изменилось. Поэтому вот это самый настоящий ресурс, вот это самый настоящий капитал. Это ваше внутреннее состояние. В каком состоянии вы внутри себя чувствуете, такой будет отражать окружение, мир, в котором вы живете. Поэтому старайтесь быть выше нормы. Старайтесь работать над собой, чтобы быть выше нормы. Чем больше времени вы проводите выше нормы, тем больше успеха вы гарантированно достигаете. Поэтому самый первый шаг для того, чтобы учиться хорошо, ваше эмоциональное состояние. Улыбайтесь. У вас бывали такой случай, что ваш любимый человек потрогал вашу руку? Бывал такой случай? Скорее всего, бывало. Правда? Иногда ваш любимый человек, если потрогает вас или обнимает, какое-то чувство, знаете, возбуждения и восторг в теле появляется, такое ощущение вдохновения появляется, мурашки в теле. Вот такое. Бывало такое, да? Если бывало, это хорошо. Если не бывало, обращайтесь к врачу. У нормального человека должно быть. У ненормального не будет. У нормального, здорового человека должно быть такое. Хорошо? А теперь бывали такой случай наоборот, что любимый человек трогает вас, а это вызывает не возбуждение и радость, а какое-то раздражение. Ну, пожалуйста, не трогай. Ну, пожалуйста, не сейчас. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, хватит! Бывает же такое? Конечно, бывает. А почему? Один и тот же человек, которого вы любите, один и тот же человек, одни и те же руки, прикосновения в одном случае вызвали другое, эмоции, другое состояние, а сейчас по-другому. Все зависит от вашего настроения. Потому что ваше внутреннее состояние находится в другом положении. Когда у вас настроение плохое, соответственно, у вас такое состояние. Когда у вас хорошее настроение, все по-другому. Видите, да, в чем отличие? Поэтому, если у вас сейчас дальний момент, вы уставшие, я же не знаю, может быть, вы сейчас из работы пришли уставшие, может быть, начальником ругались, может быть, с банка вам звонили по поводу кредита, спросили, может быть, дальний момент вы ругались с мужем или с женой, или с своей бывшей, я не знаю с кем, вы ссорились, ругались, ваше настроение сейчас я не знаю. Если с такой настроением пытаетесь учиться стать финансово свободным, я не уверен. Поэтому сначала просто успокойтесь. Сначала просто отпустите все. И успокойтесь. У вас должно быть супер романтичное настроение. Как ощущение, что вы идете на свидание. Вы ждали эту встречу. Наконец-то. И в реальности так должно быть. Потому что у вас появится новое будущее. У вас появится новая реальность.